Таван Осхагал. Таван Осхагал. Рывахательня булда радиотлегени мерзем, тюри эфирдач вашей нацрадиовень хумезем шинче Таван Осхагал каларами пени бересиримбе Таван халых историй беунын кунжулебе тепленрех палашма булдарат пар панхи тема да пирень адылжи был харбатшалых и бадеюнчех шавран задрать хаун бах тюременщихын задраде пени бир шак патшалых еплерех пурынныне тада унды халых мэнду забурынныне мэнлерех камыл зебетле был ныне тада ытты халых симбе еплерех учыныне каскенга на бахсадух матырыжы бір ялангелек пирым батра сумлығына бурындя волчеваш патшалық гуманитариослогисен институтен история баяндерце выраган эщене шавын бедех история слогисен кандидача тада чеваш патшалық педагогика университетен доценча Николай Станиславович Мясников каларымбам выросла ергеленце бырать айтузем булса сынширым бір равыналы номер билешин гравласа духмапул доратор. Николай Станиславович, здравствуйте еще раз. Продолжим тему Волжской Болгарии. Что у нас там сейчас еще осталось? Хотелось бы, наверное, подробнее поговорить о том, что происходило в сельской местности, чем занимались люди там, и есть ли какие-нибудь данные, например, по тому, как выглядела, скажем так, древняя чувашская деревня. Болгарская деревня. Все-таки будем говорить применительно к древней эпохе словами того времени, то есть чуваши у нас не раз говорили на этой передаче, что 16 век, первое упоминание. То есть при всем, что булгары являются предками чуваш, насколько корректно говорить о древнечувашском периоде, все-таки булгарском периоде, как источник нам говорит. Подразумевая под этим, конечно, предков чуваш в первую очередь. Да, мы говорили в прошлый раз о том, как могли выглядеть города по археологическим данным. Немножечко известно и по письменным. Говоря о сельской местности, письменные источники в основном умалчивают, и тут уже исключительно на данные археологии приходится опираться. Археологи давно изучают сельские поселения Волжской Болгарии, хотя интерес, конечно, больше именно к городам. Понятное дело, там более яркая археология, от городов остались валы, рвы, какие-то внутренняя планировка, они впечатляют своим размером. Сельские поселения не столь впечатляющие, но зато там как бы такая настоящая народная жизнь, масса людей жили именно там. И они не были тоже в таком вакууме, эти сельские поселения, они зачастую были с городами рядом. Могли быть, собственно, вокруг них, и могли образовывать определенные такие скопления, ядра, и так или иначе образовывали сельскую округу городских поселений. То есть в домонгольское время в Волжской Болгарии такая ситуация развивалась, что урбанизация была достаточно высокая, и связь город-деревня была сильно развита. Торгово-рыночные отношения между этими населенными пунктами развивались. Археологи очень много пишут о том, какие типы сельских поселений можно выделить, в зависимости от того, как они в рельефе расположены относительно реки. Мы не будем, наверное, радиослушателей очень сильно перегружать этими данными. Если такие усредненные говорить цифры, то это порядка 500-600 человек могло проживать на усадьбе. Это порядка 20-40, не на усадьбе, в сельском поселении, порядка 20-40 усадеб. И, к сожалению, у нас не так много данных, но те большие раскопки, особенно Константина Александровича Руденко в Нижнем Прикамье, которые показали облик сельского поселения домонгольского времени, позволяют говорить, что средний размер усадьбы был примерно 18 на 18, 20 на 20 метров. И Константин Александрович пишет о том, что можно даже выделить в планировке ее переднюю и заднюю часть усадьбы. И дом располагался в центральной части усадьбы, разделяя между собой переднюю и заднюю часть. В передней части были разного рода ямы-хранилища, в задней более крупные постройки, амбары, клети, сараи для инвентаря. Тут же могли быть авины и ток для обмолота и сушки зерна, потому что тогда этим занимались люди в своем хозяйстве. Если сравнивать с, допустим, чувашской той же деревней 18-19 века, то средневековая эпоха – это больше
углубленных построек, в первую очередь ям. То есть многое хранилось в ямах, кладовках. Ну, вот и сейчас овощи хранят зачастую во многих деревнях под землей и так далее. Вот это. Да. И погреба были в том числе отдельно от домов. Сами дома часто имели подполья, но в целом они отличались вот меньшими размерами, чем русские. Небольшие могли быть такие подпольные, не сильно углубленные ямы. В целом, если говорить об облике уже дома, то, конечно, в основном преимущественно преобладали срубные постройки уже, особенно в XI-XIII веке, наземные, но могли быть с некоторой степенью углубленности, там на 40-60 сантиметров, но называть это полуземлянкой, как иногда в старых публикациях делалось, сейчас не принято. Хотя земляночные, полуземляночные постройки тоже были, и в том числе у бедных людей, и как кратковременные постройки, но они не преобладали. Срубная такая изба, в основном однокамерная, реже двукамерная, пятистенки даже реконструируют, они вот были основными видами построек. Отопительным устройством в них были печи уже тогда, не просто открытые очаги, как в предшествующую первобытную эпоху, но это были курные избы, нет данных об устройствах каких-то дымоходов, то есть домов печей по белому. Это были глинобитные и печи-каменки, то есть они делались либо деревянный такой каркас и облеплялись глиной, либо из камня на глиняном растворе. Вот, то есть это классическая такая курная изба, скажем так. Тут же мог быть огород, ну и в основном в полях уже выращивались основные продукты сельского хозяйства. А мы можем говорить про бани какие-нибудь того периода? И располагались ли селения волжских булгар рядом с реками, как, например, у Чуваш принято? Ну да, конечно, источник воды был очень важен. И вот что очень интересно, если в городах есть раскопанные колодцы, они единично известны, но есть, то в сельских поселениях их нет ни одной, хотя раскопано немало. И люди брали воду прямо из рек и родников, и, соответственно, почти все они приурочены, эти поселения, к источникам воды. На водоразделах почти нету поселений волжских булгар. О банях, если мы поговорим, достоверно реконструированных деревянных бань не особо выделяют. Но проблема в чем? В прошлый раз на предыдущей передаче я говорил об отсутствии мокрого слоя волжских булгар. И в сухом слое при раскопках отличить жилое строение с печью от бани с печью, примерно если они были одинаковых размеров, довольно проблематично. Если говорим о городах, то я в прошлый раз говорил, что были общественные бани, и часть населения ходила туда, и это избавляло, наверное, от необходимости иметь какое-то гигиеническое вот такое сооружение у себя в усадьбе. Но все же предполагаем, что такие бани были. И в сельской местности особенно в отсутствии монументальных бань. И зимой невозможно же мыться в открытых источниках. Ну, хорошо. То есть по сельскому хозяйству мы примерно понимаем, что они выращивали, да? Примерно можно всегда сказать. Наверное, в этих ямах, хранилищах тоже что-то осталось, что-то можно выделить и так далее, и так далее. А в целом, если мы говорим про сельские поселения, там были ли развиты какие-нибудь ремесла именно в селах, а не вот в городах? В городах, мы поняли, там кузнечное дело было, видимо, очень хорошо развито. А что в селах? Но два слова все же скажу и про сельское хозяйство. То есть, да, мы можем понять, что они выращивали как. Естественно, основой хозяйства было именно и сельское хозяйство. Причем уже с довольно раннего времени, с века как минимум 11 мы говорим о земледельческом большом вкладе в сельское хозяйство. Эта отрасль была развита. Полеводство. Выращивалось в основном зерно, а именно пшеница, мягкая и твердая, проса, ячмень. И источники пишут о том, что Волжская Булгария даже приходила на помощь Руси в голодные годы и продавала жито русским городам. И в питании, видимо, проса, ячмень, полба имели большое значение. И, кстати, рожь появляется достаточно поздно. Некоторые считают, что рожь под влиянием Руси приходит, распространяется там, но в целом до монгольского времени ее постепенное появление, увеличение мы видим. Это трехпольная система земледелия, подсечено-огневое, переложенное только как
в новых осваиваемых областях, как такой более архаичный вид землепользования встречается. Очень интересно булгарское животноводство. Тут, во-первых, состав стада интересен и характеристики скота. То есть, во-первых, почти нет свиней. Возможно, это наследие кочевого быта, а не только влияние ислама, кстати, что важно. Второе, это преимущественно мелкий рогатый скот. И очень многие овцы демонстрируют размеры, близкие к курдючным овцам среднеазиатским, а не древнерусскому скоту или там финно-угорскому. Тоже касается и коров. И вот выделяют как минимум два вида лошадей пород. То есть такие под верховую езду, боевые кони и такие более выносливые рабочие лошади. Это ломовые. Ну, что-то типа. Значит, по птице интересен момент. Дело в том, что мы привыкли видеть много водоплавающей птицы сейчас. Пока костей ее в памятниках не так уж много. Вот куры и куриные яйца в памятниках есть, их кости. А вот с водоплавающими чуть похуже. Ну, предполагается, что они могут быть. Вот. По огородничеству, садоводству тут очень мало данных. Не сильно, видимо, были развиты, но и из языковых данных, по некоторым косвенным соображениям, мы предполагаем, что репу выращивали, огурцы, лук, чеснок, вероятно, там распространение там, капусты, моркови, свеклы, возможно. По садоводству, про яблоки дикие пишет Ибн Фадлан, что их рвут булгарские женщины, от этого полнеют. То есть о том, что как минимум сбор диких ягод, фруктов, меда, естественно, был развит. Про мед очень многие пишут исследователи. И арабские путешественники на это обращали внимание, что он качественный, дешевый. Ибн Фадлан пишет о том, что напитки типа медовухи, суджуф, волжские булгары очень любят. И, конечно, развиты были рыболовство и охота. Причем охота носила такой степной характер. Охотились загоном, охотились соколиной охотой. И сокола отправлялись даже за пределы Волжской Булгарии отсюда. Ястребы, в том числе, вот мы на Большой Туйбе нашли ястреба тетеревятника. Александр Юрьевич Березин определял, что предположительно самка очень крупная, и именно используемая в соколиной охоте. И у нас прямо целый скелет, то есть это что-то типа погребения такого этого сокола, ястреба. А говоря о рыбной ловле, вот ее значение было крайне велико. Источники пишут, что рыбы вывозилось, делался балык. Аль-Гарнати пишет, что мясо это копченое на цвет, как янтарь, вкуснее любого мяса. С рисом смешивалось, это прям чудо, как вкусно. То есть при чтении этих описаний прям слюнки текут. И из рыбьих внутренностей делался клей, особенно белужий, и жир. Использовался рыбий жир для жарки, для приготовления пищи и для освещения, для светильников. Заливались именно рыбьим жиром светильники. Хватало на сутки с одной рыбы. Вот. Теперь, собственно, к ремеслам. На основе сельских поселений развивалось и вот то кузнечное дело, о котором мы говорили в прошлый раз. То есть, чтобы кузнец мог что-то из железа делать, надо железо добыть и превратить руду в железо. Это в основном в сельских поселениях делалось. Кузнецы были, впрочем, и в селах тоже, чтобы сельхозинструментарий какой-то производить. А вот уже развитое специализированное кузнечное ремесло, оно в городах. То есть это была связка такая. И руда добывалась здесь же. Поволжье, Волгокамье богато рудами, болотными, луговыми, так называемые, сидериты и прочие железные руды можно здесь до сих пор найти. И в Чувашском крае есть чуть более богатые, чуть менее. Там они, может, не так богаты, как горные руды, но железа там достаточно, чтобы его получить. Получали сыродутным способом, довольно архаичным, еще древним. То есть для этого, во-первых, был еще углежженный промысел, надо было уголь наготовить в необходимом количестве, лучше березовый. А с ним связан и дегтярный промысел, конечно. Вот этот уголь смешивался с дробленой рудой. Для этого делали специальные печи, горные, разных типов они были в Волжской Булгарии, и подземные, и надземные. И там уже
плавилась руда, но в ту эпоху не могли, даже нагнетая мехами воздух, используя уголь, достичь прям плавки железа температуры. Она такого тестообразного состояния восстанавливалась, как пластилин. Это называется лепешка крица, и вот из нее уже кузнец мог отковать разные предметы. Такие товарные лепешки крица могли продавать, в том числе уже в города. Вот. И дальше уже кузнецы, они в специальных кузнечных мастерских, в горных своих, они уже отковывали очень разные изделия, и тут уже начинается специализация. Кто во что горазд, кто там замки, ключи делает, кто оружие, кто доспехи, более простые инструменты. И до 10 технологий изготовления железного предмета, в частности, лезвия, выделяют и вот историки металлургии, технологи в Волжской Булгарии. Скажу, что уровень был сопоставим с Древней Русью. Стадиально государства так развивались похоже и вполне с Европой в целом, западной, центральной. То есть получали и качественную сталь, а что-то, что достаточно было, делали и из сырцового железа, то есть не на углероживое его. Вот, и разные там сваркой владели и наваривали всякие пакетные слои металла. То есть очень развитая технология для того времени. Кроме железа, было очень железоделательное производство, были развиты и другие ремесла. Ну, например, гончарные, да, допустим, по керамике Волжской Болгарии мы можем что-нибудь сказать конкретное, и что, на каком уровне это все находилось? Да, гончарное дело – это одно из высокоразвитых ремесел Волжской Болгарии. Тут тоже сложно сказать, и в городах, и в сельской местности были гончарные мастерские, но в городах известный вот даже в Большой Тайбе горный. То есть это был комплекс глиняной мастерской, где гончар имел гончарный круг, складировал глину и горны для обжига. Местные глины использовались, но их научились хорошо отмучивать, выдерживать. И качество булгарской керамики превосходит несколько раз древнерусскую, например, керамику. Вот мы говорим о кузнечном деле как о сопоставимом по уровню развития, а гончарная превосходила просто на голову. И об этом говорит широта распространения булгарской керамики. Булгарская керамика, она свидетельствует вот ряд ее образцов, в частности, самая распространенная общебулгарская вот ремесленная керамика, о самом высоком уровне развития гончарного дела, круга гончарного. То есть гончар булгарский мог вытянуть из цельного куска глины весь сосуд, чего не мог древнерусский. И очень качественный равномерный обжиг, стандартные формы и разнообразие этих форм, то есть типов посуды для разного предназначения. Это светильники, это горшки с крышками для них, это миски, блюда, чашечки, это кружки, причем разных форм. Это тарные сосуды типа корчак для хранения жидких продуктов, сыпучих. Это кувшины, их очень много, тоже разных видов. И интересно, как гончарное дело Волжской Булгарии впитывало традиции как среднеазиатского, закавказского ремесла, так и приспосабливало местные, традиционные, такие, можно сказать, этнические формы керамики местных народов и делало из них гончарную продукцию. То есть видно, как традиционный по технике, по форме, по орнаментации сосуд постепенно встраивается в систему гончарного дела булгарских мастеров. Это вообще замечательно. То есть керамика местных финно-угорских народов? Угорских, финских, бывших кочевников тюркских, аланская. Вот из этого калейдоскопа народов и культур выстроилась вот система гончарного дела. И мало того, если 80-90% это вот керамика ремесленная, то все-таки не вся продукция закупалась людьми на рынках, что-то они делали у себя в домах. И вот это очень важный источник для реконструкции этнокультурного состава населения города, сельского поселения, потому что где-то 20 разных групп выделяют ученые традиций, именно этнокультурных традиций, в которых продолжали изготавливать на дому, в основном женщины, керамику. И вот у нас, например, на Большой Тайбе выделяется керамика финских, местных поволжско-финских, угорских истоков и кочевнических, салтово-маяцких истоков. То есть только в
пределах одного небольшого города это все могло происходить. И что происходило в больших городах, это уже совсем другой вопрос. Ну хорошо, а мы можем говорить о какой-нибудь, не знаю, как это правильно выразить, наверное, преемственности булгарской керамики и, допустим, позднего чувашского населения? Мы видим какие-то параллели или что-то чувашское, тоже что-то другое потом? Это, конечно, очень важный вопрос о преемственности вообще развития регионального. Однозначно археологи пришли к выводу о преемственности в развитии ремесла домонгольского периода и ордынского. Кое-что в плане ювелирного дела, гончарного дела, кузнечного мы видим дальше в Казанском ханстве. Но вот в эпоху где-то в 15-16 веке и после взятия Казани происходит очень мощный разрыв традиций. Это не только характерно для чувашской культуры, в целом натурализация хозяйства, и новые города возникают, даже если они на старых городищах возникают. Все-таки приток нового населения, в основном русского населения в эти города. Эти города становятся центрами все-таки уже колонизации, русской колонизации края. Приходят новые традиции. И, например, гончарная традиция 16-17 века очень слабо имеет связи или почти не имеет с предшествующими. Ага, то есть прям смена традиции в типе хозяйствования в целом произошла. В городском ремесле это очень ощутимо. Ну, хорошо. Ладно, по ремеслам мы тоже относительно поняли, но, наверное, про деревообработку мы не можем сейчас какие-то данные говорить. В целом еще перечислить развитые виды ремесел, которые по археологическим данным известны. Это косторезное дело. Деревообработка, безусловно, была, но данных мало, вы правильно отмечаете. Это ювелирное дело, конечно. Это уже в городах. Обработки цветного металла. В какой-то мере там медная посуда, бронзолитейное дело и в сельской местности. Изготовление простейших, например, там поясных украшений, накладок из цветного металла, из меди. Что-то в сельской местности было развито, безусловно. Обработка камня, камнерезное дело. Стеклоделие в городах, мы говорили в прошлый раз. Вот это вот основные виды ремесел, которые по археологическим, в первую очередь, данным можно реконструировать. Хорошо. А про украшения, наверное, тоже чуть-чуть прям хотелось бы поговорить. Есть, наверное, остатки каких-то булгарских украшений, да, вот женщин, например, чем они себя тогда украшали? И производилось ли это на дому или все же больше покупалось? Вообще булгарские украшения, драгоценности, эта тема с 19 века известна, популярна, потому что она яркая, потому что уникальные находки в составе кладов привлекали внимание археологов, в том числе кладов, зарытых во время нашествия монгольского. Конечно, всех привлекают золото и серебро булгар. И вот книги так и называются у Константина Александровича Руденко, одного из основных археологов, кто изучает Волжскую Булгарию, «Булгарское серебро, булгарское золото». Отсылаю к ним. Да, владели булгарские ювелиры, конечно, в основном именно в городах, разными техниками, из ткани, зернь. Очень любили черненое серебро. Если попытаться описать такой костюм, в том числе женский, аристократический, элитный, элитарный, то на голове это, конечно, вот височные подвески, в том числе с образами птицы, которая в клюве держит какую-то там комочек. То ли комочек земли, то ли зерна какого-то мирового дерева будущего. Там есть в плане мифологем разные подходы. Далее это на шее гривны или цепочки, на которых лунницы там или какие-то круглые медальоны, монеты. Потом это вот витые браслеты, пластинчатые браслеты. Это перстни. Черненое серебро очень любили с разными зооморфными сюжетами, геометрическим орнаментом. Это пояса с накладками наборные, так называемые. И, в принципе, все. То есть что-то сказать о цельном облике головного убора, о наличии в составе вышивки. Очень проблематично, как вы понимаете. Если бы языческий погребальный обряд долгое время сохранялся с всем вещевым комплексом, было бы проще. Вот. Проводить аналогии между финно-угорскими захоронениями и булгарами тоже, сами понимаете, не очень корректно. А реконструировать целый облик костюма по металлическим украшениям не всегда возможно. Но в целом, конечно, по сравнению с более поздними эпохами, наличие именно литых, таких
изготовленных из металла, в том числе из драгоценного украшений, вот, заметное отличие от более поздних эпох, там, от нового времени, от века 16-17. Вот, это вот булгарское ювелирное дело характеризует, конечно, вот эти предметы. И они расходились достаточно далеко. Интересно, что ювелиры делали и оружие, ну, и кузнецы, и ювелиры принимали участие, в частности, инкрустированные образцы оружия, там, парадные топорики, например. Об этом мы обязательно поговорим, но в следующей части нашей передачи «Каскедах Тавдумалати» десятилетия Лада Данилова «Сазасты», Тархаши. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Клара Маллахта Златуза, Марсия Мазлигерет, Перпирим Патрахнара Николай Станиславович Мясников, история слохизин кандидача, паянный пир Адолчи Булхарбачалах несет севатпар. Николай Станиславович, мы начали говорить о ювелирном деле, то в данном случае, наверное, нам обязательно нужно поговорить о развитии военного искусства в целом Волжской Болгарии, потому что даже первое, что я помню из программы со школьной, это вот какие-то удивительные сабли, которыми волжские болгары пользовались, которые никогда не затуплялись, сами себя затачивали и так далее, и так далее. Вот хотелось бы об этом поговорить. Да, понятно. Ну, само себя ничего, конечно, не затачивает, но картинка яркая, да, это там дамасская сталь, все думают, что какой-то волшебный металл, который обладает суперсвойствами. Да, военное дело в Волжской Болгарии было развито. Опять же, стадиально оно было сопоставимо с Восточной Европой, именно с государствами, с той же Русью. Вообще, с Древней Русью очень много похожего в Волжской Болгарии. И связи, видимо, с этим ближайшим соседом были довольно развиты. И об этом и источники говорят. Значит, во-первых, выделяется профессиональное войско, дружина и какое-то ополчение. И состав вооружения, видимо, немножко разный. Во-вторых, выделяются разные компоненты в военном деле, разное влияние. Кочевническое, местное, финно-угорское, но оно, конечно, к минимуму, наверное, сведено. Североевропейское, тоже скандинавское влияние, очень мощное. Дело в том, что на начальных этапах сложения Волжской Болгарии Волжский торговый путь, по нему часто ходили русы, и они, как вы знаете, они в разных европейских государствах, и восточных даже, были в составе княжеских правительственных дружин. И тут не стало исключением, Ибн Фадлан упоминает русов, и даже похороны руса, знаменитая там картина Васнецова это описывает, там фильм с Антонио Бандерасом «13-й воин». Там точно, Бандерас точно играет именно Ибн Фадлана, кстати, который видел похороны руса. Хотя от изначального упоминания там далеко ушли по сценарию, но это очень интересно. Так вот, каролинские мечи, они находятся, которыми были вооружены викинги, с североевропейскими клеймами, германскими, рейнскими мастерскими, находят на территории Волжской Болгарии. Возможно, даже курганы русов, викингов были, и былымерские курганы иногда считаются в исследованиях викингскими. Но в целом много было и кочевого, и восточного в облике булгарского воина. В частности, сабли, в том числе с арабскими надписями на них, слегка изогнутые, не такие, как турецкие, уже ятаганы сильно изогнутые, а такие тоненькие, на конце слегка загибающиеся. Это что касается такого вот оружия именно ближнего боя, длиннолезвийного, так называемого, ну, мечи и сабли. Были и другого типа орудия ближнего боя. Это орудия, которыми оглушали или пробивали доспех соперника. Это булавы и кистени. Кистень чуть позже приходит, то есть кистень это на такой веревке или куске кожи грузик, а булава на палке длинной, дубина такая с утяжелителем на конце. Они были тоже в составе оружия булгарского воина, дружинника, профессионала. Также это топоры, боевые топоры, рабочие топоры могли использовать. Есть специальные топорики, клевцы или чеканы с заострением на конце, чтобы тоже пробить доспех именно таким коротким, таким ударом, этим вот острым тонким концом. Причем вот интересно, в Большой Тайбе где-то в окрестностях еще до революции был найден такой вот топор-клевец, инкрустированный
биметаллический с орнаментом геометрическим, который, считается, мог принадлежать даже правителю этого города. Он хранится в Финляндии, потому что попал через купца Заусайлова с коллекцией туда после революции. Вот. Также, конечно, оружие дальнего. Да, я забыл сказать про копии пики разных форм. Очень и типа рогатин здоровые были, и такие кавалерийские пики шестигранные, заостренные, чтобы колоть с коня, и чтобы кинуть дротики были с улицы. Разнообразный очень состав вооружения. Оружие дальнего боя — это в первую очередь стрелы, луки. Луки сложно составные, довольно дальнобойные. Исследователи, основной здесь ученый Искандер Лерунович Измайлов по военному делу Волжской Булгарии, пишут, что отдельные луки до 400 метров могли пробивать доспехи, дальность предельная. А так 50, 100, 150 метров в среднем. От луков сохраняются накладки костяные, а наконечников стрел уйма, там более 1500 известно, там десятки типов. Есть, причем специализированные типы, против доспеха бронебойные. Есть более универсальных форм, с которыми можно и на охоту пойти, с тупыми наконечниками, из кости, из железа. И даже отдельные образцы, конструктивные детали арбалетов, самострелов встречаются уже в домонгольское время. Это и разные шестерни, и механизмы спусковые, и сами болты-стрелы от этих арбалетов. Конечно, защитный доспех воина был того времени. Это не латные рыцари более поздней эпохи, а вот в домонгольское время это более легкая такая, в первую очередь, конные воины, но хорошо защищенные либо кольчугами, либо доспехами, чешуйчатыми ламеллярными доспехами, когда из пластиночек набирается целый такой вот панцирь. Частично и лошади, видимо, были защищены этими доспехами. К сожалению, у нас нет ни одного целого шлема с Волжской Булгарии, только фрагменты. Примерно по форме реконструируется как древнерусский шлем такой, куполовидный такой. И сохранилось забрало. Считается, что маски забрала в виде человеческих личин могли быть у волжских булгар. Это одно из них в Национальном музее Татарстана есть. Прям с лицом? Угу. Ух ты. Да, вот. И в случае войны правитель Волжской Булгарии, вот источники упоминают, что Ибн Фадлан, что ему подчинялись правители отдельных земель, видимо, со своими дружинами и войсками могли быть, участвовать в войне. Дружина самого правителя, видимо, какая-то, плюс наемники. И, конечно, ополчение, которое было уже более легко вооружено. И вот буквально накануне читал соответствующие работы Измайлова. Считает он, что в домонгольское время численность булгарского войска могла доходить до 50 тысяч в случае мобилизации и где-то в среднем 15 тысяч. Вот, это такие оптимистические оценки. При общей численности, как он отмечает, 400-800 тысяч людей во всем государстве. Ого, то есть огромная часть, 10-я часть населения была занята военным делом? Учитывая, что любой свободный мужчина должен был быть ополченцем, защищать землю свою, да. Удивительно на самом деле. И притом это все на таком достаточно высоком развитом уровне. Если сопоставлять с Европой того периода, например, если мы возьмем, это можно просто сказать, что военное искусство высоко ценилось, и вот распространялось ли это вооружение в другие государства? Очень непростые вопросы задаете. Есть своя специфика. Вот ученые отмечают о стадиальном сходстве именно с Восточной Европой, с Древней Русью в первую очередь. Говорят дальше о Европе, когда мы видим каменные крепости, замки и более тяжело вооруженных латников, конных воинов. Тут такого не было, потому что надо смотреть на противников волжских булгар. Основными их противниками были печенеги, половцы на юге, легковооруженная конница кочевая, местные финно-угорские народы, у которых не было тоже таких тяжелых доспехов. Соответственно, раз не было рядом каких-то каменных крепостей, не было необходимости в осадных каких-то механизмах, чтобы их брать особенно. Вот этим предопределялся уровень развития. Он был достаточен и высок для
вот того времени и места, в котором Волжская-Булгария существовала как государство. Когда пришла реальная, несопоставимая по числу и развитию угроза со стороны монголо-татаров, конечно, они ничего сделать с такой силищей не смогли. Ну, не только булгары, а и ряд соседних народов, и это при том, что булгары довольно долго и успешно противостояли монголо-татарам, как мы знаем. Ну, вообще, вот сейчас у нас осталось совсем мало времени. Хотелось бы, наверное, чуть-чуть поговорить про вот различные связи с другими государствами. Что нам известно об этом? Какие торговые отношения и вообще какие отношения у волжских булгар, волжско-булгарского государства было с соседними народами, ну и с дальними? Угу. Нам тут помогают не только археологические находки, хотя структуру экспорта и импорта можно по ним реконструировать. Письменные источники, те же арабские путешественники пишут, что ввозилось, вывозилось. И отдельные другие восточные и русские источники. Итак, конечно, основные связи были с соседними государствами, той же Древней Русью. Они носили переменный характер, то взаимные набеги, то вот мирно-торговые известные договоры. Известно об участии булгар в составе посольства при выборе веры Владимиром Святым, то есть булгары прислали именно мусульманских проповедников, представителей, которые предлагали принять ислам Владимиру. Потом известно об участии булгар в появлении города Будапешт. Известно, что в одной из частей этих городов жили булгары, булгарские переселенцы. Потом известно, конечно, о связях с Востоком мусульманским. Это в первую очередь Средняя Азия, Хорезм, и Закавказье, и Иран. То есть и в том числе по археологическим данным мы видим, что стекло, парадную посуду везут именно вот из среднеазиатских центров ближневосточных Иран. Что-то из Византии, с Руси, с Прибалтики мы видим тот же янтарь, пряслицы древнерусские, стеклянные некоторые изделия снова. Вот. И характер заимствований в плане архитектуры, особенно монументальный, конечно, говорит о связи с мусульманским Востоком. И о внешнеполитических, внешних связях в области духовной культуры говорит тот факт, что булгары все же перешли на арабскую письменность, и в мусульманском арабском, персидском мире некоторые из выдающихся представителей Волжской Булгарии, из булгар, стали знаменитыми учеными, богословами, медиками. И мы знаем об этом по характерному тахалусу, приставки к имени этих ученых, которые называются Аль-Булгари там, или Аль-Сувари. Ну, хорошо, потрясающе, что наши предки смогли достичь вот такого уровня, и очень-очень грустно, что вот на сегодняшний день, наверное, мы немножечко вот это наследие потеряли. Как-то в этом контексте, с этого ракурса, вот размер потери, он кажется еще большим, что ли, я не знаю. Ну, не надо, конечно, это преувеличивать и сильно переживать. Это все в нас живет, и в нашей культуре отразилось, и надо строить светлое будущее на основе того, что было когда-то в прошлом, не забывая его. Да, действительно. Огромное спасибо, Николай Станиславович, что пришли к нам. Тусем Азлидер Захварат, Пирим Батраханара, Николай Мясников, Пульче, история слухи зень кандидат, ваш пошел гуманитарию слухи зень институт инжерция бараган наука исчения, Щабан Бегех, доцент эфирдати предель получения. Таван Осхагал. Таван Осхагал.